Во-первых, Россия проигрывает ситуацию, проигрывает. У России появляются новые проблемы, экономические, социальные, политические, международные. Они есть, они будут еще больше. Так, кто виноват в этом? Не может же Путин, не может же Госдума, там вообще нынешняя российская элита сказать, что в этом виновата сама власть. Это же в авторитарных режимах такого Да. не будет никогда. Власть не может сказать, что в этом виновата, скажем, ФСБ, МВД, миграционная служба или другая структура, нет. А виновного надо найти и наказать. Причем наказать очень жестко, чтобы это, с одной стороны, выглядело как бы реванш за все проигрыши, с другой стороны, виновник должен иметь какое-то конкретное лицо, конкретный адрес. И самое главное, чтобы народ, население почувствовал, что виновник наказан. А кто может выступить в данном случае, в таких случаях, выполнять роль виновника? Конечно, мигрант. Я не вполне согласен с уважаемым мной Русланом, что Путин, возможно, не знает. Может быть, Россия все-таки огромная страна, и что-то происходит в Владивостоке или в Калининграде, скажем, по отношению к иммигрантам, там какие-то службы совершают какие-то противозаконные действия, и Кремль об этом может и не знать. Но когда это происходит ежедневно, в огромных масштабах и везде систематически, это уже говорит о том, что власть, сама система уже готовит, разрабатывает некий план и начинает реализовать его повсюду, и, возможно, при применении этих или реализации этих планов там будут какие-то отклонения. Я это допускаю. Представьте себе, что российский чиновник довольно высокого уровня во время совещаний говорит, что мы не должны допустить дальнейшее очернение Москвы или Подмосковья. Что это означает? Да. Это означает, что кого он имеет в виду? Что кто они черные, кто таджик, узбек, чеченец, там, то есть как они не могут допустить дальнейшее очернение России? То есть надо их выгонять, выдворять и захватить имущество и так далее. Другого выхода у них нет. Представьте себе, что мигрант, сегодняшний мигрант для российских властей, он не то что объект там нападений и другое. Он вообще человек третьего, четвертого сорта. Недавно я посмотрел видео, где торговцев, я не знаю, выходцев из Кавказа или Центральной Азии, какая-то дружина, даже не милиция, по лицу, по одежде видно, что люди, они как раз похожи на вот этих формирований, Русич или там какие-то другие молодежные или народные образования, они забирают торговцев, владельцев этих торговых точек на какие-то разборки или в милицейский отдел, а продукты они позволяют, даже, как бы говорят народу, населению, что они имеют право, они могут забрать себе продукты, которые лежат на прилавках. И причем, знаете, те граждане, которые я смотрел, вроде бы довольно одеты, довольно хорошо, упитанные, не скажешь по лице, по их, что они голодные люди, или там бомжи нет. Вполне выглядят прилично. И когда журналист или журналистка спрашивает, а вы имеете право забрать эти продукты, при этом не платив ничего, они говорят, что она вот, дружинник или милиционер сказал, что мы имеем право забрать, потому что этот товар принадлежит мигранту. Понимаете, даже сегодняшний гражданин России, он не отдает себе отчет, не ставит себе вопрос, а имею ли я право, не заплатив, забрать этот продукт у человека, которого забирают в отделении милиции. То есть в кадр попал только один случай, а мы-то не знаем таких случаев сколько вообще по России.
в других городах. С учетом того, что очень много жалоб, я не исключаю, что это повсеместно. Более того, сегодня я прочитал информацию, что власти Таджикистана призывают граждан Таджикистана отказываться от поездок в Россию без необходимости. Что это означает? Мы сегодня говорили о том, что Рахмон не то что друг, он стратегический партнер Кремля, помогают друг другу. Даже если Рахмон пришел к выводу, что сегодня таджикам нельзя посещать Россию, это подтверждает, Руслан, твою информацию. Видимо, им тоже по их каналам сообщили, что готовят провокацию. И они вынуждены, как власти, потому что для них это тоже головная боль. Они, если таджики попадут в какую-то провокацию, и наше посольство, как обычно, молчит, не может их защищать, а это минус нашим властям. Поэтому они, имея ту же информацию, которую ты нам только что сказал, призывают таджикских граждан воздержаться от поездок в Россию без необходимости. Так что, если ваши источники об этом говорят, таджикские власти призывают таджикских граждан не посещать Россию, и мы видим все это в социальной сети, это говорит о том, что на самом деле действительно там что-то серьезное готовится, поэтому то, что мы об этом сейчас говорим, это очень актуально.